Китайские власти продолжают творить беззаконие в Восточном Туркестане. Полиция, применив силу, вынуждает девушек-тюрков дать согласие на бракосочетание с китайцами. По сообщениям информационного агентства «Казак Хабар», китайские правоохранители и сотрудники партийных комитетов заходят в дома тюрков и силой уводят девушек, несмотря на то, что они противятся и говорят, что не хотят замуж за китайцев. Более того, в последнее время китайское правительство щедро поощряет китайцев, заключивших брак с женщинами мусульман-тюрков, выдавая им денежные пособия. Участники антиправительственных акций, не прекращающихся в Гонконге на протяжении нескольких месяцев, сменили тактику и начали скапливаться небольшими группами в различных частях города. Таким образом, вместо масштабных демонстраций, протестующие выбрали небольшие протесты, организованные ими в парках, торговых центрах и спортивных площадках. В свою очередь, полиция особого административного округа задержала большое количество демонстрантов. Сирийские государственные СМИ сообщили, что в ответ на действия турецких военных, начавших операцию «Источник мира», сирийская национальная армия двинется на север. Телеканал Аль-Маядин, известный своей приверженностью администрации Дамаска, сообщил, что сирийские солдаты вошли в Манбидж, расположенный в 85 километрах от Алеппо. Япония борется с последствиями тайфуна Хагибис, скорость которого достигала 217 км в час. Количество погибших в районах, которые больше всего пострадали от тайфуна, растет с каждым часом. По меньшей мере погибло 11 и пропало 15 человек. Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что поисково-спасательные работы ведутся днем и ночью. Около 500 тысяч домов остались без электроснабжения. В столице Азербайджана состоится 7-й саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран. В саммите, который начнется во вторник, примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Узбекистана Шавкет Мирзияев. Основной темой встречи станет развитие малых и средних предприятий и экономики тюркского мира. Бусиназ Сурменели выиграла золотую медаль в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в весовой категории до 69 кг. На чемпионате, прошедшем в городе Улан-Удэ, Бусиназ победила свою соперницу Лю Ян, прибывшую из Китая. Турецкая спортсменка победила китаянку в 3 раундах и торжественно вышла на пьедестал.